В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Горный Улус направлены дополнительные силы на тушение лесных пожаров. В Якутске и 3 районах республики превышена допустимая норма взвешенных частиц в воздухе. Национальная спартакиада «Игры Манчары» будет транслироваться на республиканских телеканалах. Спортивное событие пройдет без зрителей. На борьбу с лесными пожарами в Горный Улус сегодня вылетит самолет-зондировщик. Там сейчас проводится работа по тушению 13 точек возгорания. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников по поручению главы региона Айсена Николаева выехал в Горный район, где на сегодня наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка. В социальных сетях Садовников рассказал о принимаемых действиях вблизи села Кюрюэлях. Как он отметил, на момент прибытия пожар находился в полутора километрах от населенного пункта. На месте проводится работа с администрацией района и поселка. Пожарным на местах оказана помощь. Выехали 17 сотрудников МЧС России, 19 работников Сахатранснефтегаза, 15 представителей Якутлесресурса. Вывезен большой трактор для увеличения минерализированной полосы, 3 единицы водовозной техники Сахатспецтранса. На месте также работают 3 пожарные машины. Содержание химических веществ в атмосферном воздухе в период лесных пожаров превысило допустимые показатели в 4 населенных пунктах республики. В поселках Майя, Сунтар и в Вилюйске. Также в Якутске 2 пробы предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам ПМ-10 показали результаты выше нормы. Всего специалисты исследовали 29 проб атмосферного воздуха. Разрешено движение по трассе Колыма на участке от 293 километра до 406 Якутск-Магадан. Напомню, ограничение действовало с 4 июля с 15 часов 5 минут из-за лесного пожара. Движение открыто для всех видов транспорта. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки почти на 24,5 тысячи. Это максимум с 15 января, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Рекордное количество смерти от коронавируса в стране фиксирует уже 5-й день подряд. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, главной причиной резкой вспышки заболеваемости в столице стало распространение нового штамма. Республиканская ярмарка учебных мест и профессий «Профориентация-2021» пройдет сегодня на площади Орджоникидзе с 9 до 19 часов. На ней соберутся приемные комиссии республиканских учебных заведений и центровузов. Впервые примут участие профессиональные профориентаторы из Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения, Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» и Центра опережающей профессиональной подготовки. На ярмарке всем желающим раздадут каталог-справочник вузов и СУЗов. Организаторы напоминают, во время мероприятия необходимо соблюдать дистанции 1,5 метра, а также масочный режим. Курсы для безработных граждан стартовали в технологическом колледже сервиса в Якутске. Курсанты осваивают профессии повара, кондитера, хлебопекаря, ресторанного сервиса. Также желающих обучают парикмахерскому искусству. Виктория Федорова с подробностями. Марина Ломоносова – мама в декрете. У нее 4 детей. Эти курсы оказались для нее как нельзя кстати. Ведь это не только дополнительный заработок, но и полезное времяпровождение. Хоть и по специальности Марина врач, кондитерство – ее хобби уже давно. Программа курса очень серьезная, очень высокого класса, скажем так, да. Хотелось бы научиться всему не самостоятельно, как мы обычно, а вот профессионально. У меня ко всему такой подход. Я люблю, когда все четко, все не просто вот замесил тесто и это, а должна быть технология, значит технология, как бы определенные рецептуры и так далее. Также вот с декором, это очень важный момент. Дети очень радуются. Во время учебы курсантам выплачивается стипендия, оплачивается даже билет на проезд. В каждой группе по 12 человек. Сама учебная программа рассчитана на 144 часа и состоит из теории и практики. Здесь мы будем обучение проходить не азам, не основам, да, а получается у них переподготовка, и они должны уже быть, то есть с основами. Здесь мы будем наоборот учить их стандартам
международным стандартам. Это уже различные торты, тренируются навыкам лепки. На лепку отводится очень мало часов на самом деле, да, поэтому сейчас мы начали с лепки, чтобы они потом в дальнейшем в доме, дома могли работать с такими элементами. После лекции и практических занятий, сдачи итоговых экзаменов. И только после их успешной сдачи курсантам выдадут свидетельство. Эту программу реализуют 2 региональных оператора. Это Северо-Восточный федеральный университет и мы, Центр опережающей профессиональной подготовки. Мы реализуем программы по компетенциям WorldSkills, отвечающим мировым стандартам. Есть разные совершенно программы, начиная от электросварщика, заканчивая младшей сестрой, кондитерами, парикмахерами. По итогам обучения человек обязан трудоустроиться по полученной профессии, либо на предприятии, если есть вакансия, да, либо открыть свое дело, зарегистрироваться в качестве самозанятого, либо индивидуального предпринимателя. Согласно статистике, после окончания таких курсов многие находят работу по душе. В последнее время растет число официально трудоустроенных. А это, пожалуй, главная цель краткосрочных курсов. В этом году в рамках национального проекта «Демография» курсы будут доступны более 1000 гражданам. Среди них молодые мамы в декрете, безработные и даже пенсионеры. Виктория Федорова, Екатерина Амосова, Илья Сыромятников, Якутск. Специалисты «Алроса» провели эксперимент по высеиванию сосны в Удачном. На 2 участках общей площадью 1 гектар посеяли 1 килограмм семян сосны обыкновенной. Экспериментальные территории, отработанный карьер «Огонек» и участок в районе Старого города имеют разный плодородный потенциал и преимущественно песчаный грунт. Оценить первые результаты всхожести и приживаемости сосновых семян можно будет уже в сентябре этого года. Через год специалисты смогут зафиксировать результаты посевов. При 100% всхожести на участках может вырасти до 170 тысяч деревьев. Эти семена у нас использовались при выполнении лесовосстановительных работ в Мирнинском районе под Мирным. Приобрели мы их в питомнике Иркутской области, северный питомник. Они сертифицированы и пригодны к произрастанию в нашем регионе. Наша цель была проведение такого эксперимента. Это не только расширение зоны произрастания сосны и увеличение биоразнообразия в регионе присутствия «Алроса», но и, конечно же, украшение населенных пунктов для жителей, которые живут в наших городах. Городской парк в Ленске настроен вернуть статус культурного центра города. С конца 90-х он оставался заброшенной территорией. Год назад парк попал в программу благоустройства «Комфортная городская среда». Теперь предстоит освоить 130 миллионов рублей. Сюжет наших коллег. Ксения Попова – мама в декрете. Несколько часов в день уделяют прогулкам. Малышу нужен свежий воздух. Старший ребенок Ксении уже гуляет самостоятельно. Лучшее место считают городской парк. Если младший ребенок может поиграть на площадке, на качелях покачаться, на горке покататься, ну и, конечно же, в песочнице, то старший ребенок может провести время на скейт-площадке, ну или вообще всей семьей можем в футбол поиграть на футбольном поле. Облюбовали парк и спортсмены, и профессионалы, и любители. Инфраструктура есть. Одной из первых здесь появилась футбольная площадка. Следом скейт-парк и уличные тренажеры. Сейчас это мини-спортивный комплекс под открытым небом и отличная кардиозона на прохладных аллеях. С марта по октябрь я стараюсь каждое утро выходить в парк на пробежки в 6 утра. Мне нравятся здесь дорожки, свежий воздух невероятный. А еще огромный плюс, что сделали освещение. То есть мне теперь не страшно. А вместе с освещением обновили скамейки, урны. Пересекая зеленую зону, протянулись дополнительные дорожки. Перемены в парке начались пару лет назад. Своими силами город положил новый асфальт, договорился со спонсорами об установке спортплощадки. А год назад парк попал в программу благоустройства «Комфортная городская среда». Теперь предстоит освоить 130 миллионов рублей. И это работа не одного года. Этим летом ленчане увидят лишь часть перемен, говорят в управлении культуры. Завершаются работы по благоустройству территории вокруг многофункционального центра, мультифункционального центра. Этот центр предусматривает размещение кафе круглогодичного и, соответственно, предусмотрено помещение для работы клубных формирований. Все заметили, что возле этого центра есть детская площадочка. Очень такая миниатюрная, очень такая тоже притягательная. Уже видно, что там дети уже ее облюбовали.
Аккуратные деревянные домики с горками для малышей. Те, кто постарше, скоро начнут осваивать новый веревочный парк. Здесь уже установили деревянную урасу со скалодромом и крутыми спусками. Для безопасности постелят прорезиненное покрытие. Ленский парк – уникальный объект. Сосново-лиственный участок естественного леса выделили в конце 70-х годов. Построили парк аттракционов. Фотографии на фоне колеса обозрения есть в альбоме каждого ленчанина. В 90-е все пришло в упадок. Аварийные аттракционы снесли. Территория эта до сих пор пустует, но в городском управлении культуры намерены вернуть ей историческое предназначение. Установка аттракционов здесь не будет противоречить новому проекту парка. Но удастся ли начать работы следующим летом, пока неизвестно. Олеся Васева, Алекс Снин, телеканал «Алмазный край». Спартакиада по национальным видам спорта игры Манчары будет транслироваться в эфире телеканалов Якутия-24, НВК Саха, Мамонт, Радио ТТИМ, а также на YouTube с 6 по 11 июля. Спортивное мероприятие пройдет без зрителей в селе Бердыгестях Горного района. Для организации выпусков дневников игр и прямых трансляций соревнований создана творческая группа из 100 сотрудников НВК Саха. Зрители увидят театрализованные программы церемонии открытия и закрытия игр, а также соревнования по стрельбе из лука, легкой атлетике, якутским прыжкам, национальному многоборью, масс-рестлингу, борьбе хапсага и конным скачкам. Трансляция церемонии открытия спартакиады начнется 7 июля в 21 час. Прямой эфир, а также запись всех трансляций игры Манчары будет доступна в мобильном приложении НВК Саха, Web Store и Google Play. А накануне в местности Арылах Мегино-Кангаласского улуса, где родился и вырос Василий Манчары, зажгли факел эстафеты огня. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства региона Сергей Местников, министр по физкультуре и спорту Якутии Иннокентий Григорьев, глава горного улуса Никита Андреев и другие официальные лица. Группу бегунов эстафеты огня возглавили именитые спортсмены Дмитрий Горохов и Афанасий Илларионов. Учитывая пандемийные мероприятия, эстафету сократили, и бегунам предстоит пробежать около 300 километров по маршруту Мегино-Кангаласский улус, город Якутск, Горный улус. Факел эстафеты огня прибудет в село Бердыгестях 7 июля во время торжественной церемонии открытия игр и будет зажжен на стадионе Чипчал. Это стало уже доброй традицией. Мы всегда перед началом игр проводим обряд, зажигаем огонь, и огонь по всей республике пробегает, освещая путь спортивной направленности, возвеличивая национальные виды спорта до места назначения игр. Отличие нашей спартакиады в этом году является то, что мы участвуем в федеральном проекте «Спорт Норматур». И начиная с этих игр, игры Манчары будут в федеральном проекте «Спорт Норма жизни». К этому часу вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.